Пока вся страна отдыхала на продолжительных майских выходных, спортсмены не расслаблялись. 22 сельские команды и 14 городских встретились в финале 23-й спартакиады школьников по мини-лапте, прошедшем на стадионе гимназии села Кармаскалы. Сильнейшие команды, победители зональных состязаний соревновались в силе, ловкости, скорости и выносливости в игре, история которой насчитывает уже 7 веков. Федерация лапты в нашей республике существует уже 20 лет. В течение 20 лет по крупицам собирались информация, разрабатывались методические пособия и писались учебники, по которым сейчас играет уже вся Россия. Лапта очень популярна не только среди школьников и студентов, в нее с удовольствием играют и взрослые. Лапта – двухсторонняя командная игра, в которой цель команды – совершить как можно больше перебежек после совершенных ударов битой по мячу в отведенное для игры время, где каждый игрок, совершивший полную перебежку, приносит своей команде очки. Цель другой команды – не дать соперникам сделать перебежки осаливанием мячом и поймать больше свечей. Мини-лапта отличается от русской лапты размерами площадки, количеством играющих, и ударить можно лишь из-за головы. На торжественном открытии финальных игр школьников напутствовали начальник отдела образования района Гульнара Исанбаева, президент региональной общественной спортивной организации Федерации лапты Республики Башкортостан Виктор Щемелинин и руководитель управления по физическому воспитанию и подготовке Олимпийского резерва Республики Башкортостан Марсель Юсупов. Если раньше лапта развивалась у нас в 3-4 районах Республики Башкортостан, то на сегодняшний день, конечно, мы видим, что уже 50% районов охвачено и официальные проводятся мероприятия. Я думаю, что на этом мы не остановимся. Если сейчас мы проводим активную работу по грантам, если выиграем все-таки грант, то будет очередной толчок для массового охвата занятием лапты именно школьников. Это будет и форма, и мячи, и биты будут заложены. Будем проводить семинары, будем готовить учителей физической культуры, как повышение квалификации. У нас задумок очень много. Я надеюсь, что у нас все получится. Соревнования шли параллельно на 4 полях. Бурю эмоций проявляли не столько сами спортсмены, сколько их тренеры. Давай, на пробежку вставай! Лёва, отправляй! Судили игры чемпионы России по лапте Руслан Байтимеров и Ильзина Шафикова. Конечно, есть фавориты здесь, в этих, но этот возраст такой, что здесь предполагать, кто будет первый, кто займет, будет сложновато. Тем не менее, хочется отметить тех представителей, которые активно довольно участвуют. Это представители Кармаскалинского района, Белокатайского, Хайбулинского района. В основном по мальчикам они очень сильно работают. А также город Белорецк будет представлен довольно-таки сильной командой. Известному русскому писателю Александру Куприну принадлежит фраза «Трусам и лентяям в этой игре нет места». И это действительно так. До этого участники играли в зале, в этот день в первый раз вышли на улицу. Постепенно команды разыгрались, и темп игры стал выше. Игра выглядела зрелищно и азартно. Довольно-таки так азартно, и чувствуется, что у ребят есть навык, есть тренировочный навык, огромное желание. И вы сами видите, насколько здесь сегодня так. И погода нам смотрит благоприятным, и дети такой определенный приятный момент. Временами по зрелищности и азарту игра ни капли не уступала футболу. Были и споры до хрипоты, и фантастическая увертливость, и совершенная невезуха. В результате среди районных команд места распределились следующим образом. У юношей первое место заняла команда Хайбулинского района, второе место Кугарчинский район, третьим удостоились представители Белокатайского района. Среди девушек лучшей оказалась команда Татышлинского района, на втором месте команда из Хайбулинского района, третье место завоевали нуримановцы.